Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Урматтуу Ахмет Кызылбай мырза, урматтуу Адил Башкарам мырза жана Закирдин Азиздик мырза, Кыргызстанга, күнөстүү Кыргызстанга кош келдиңиздер. Биз өлкөбүзгө, эл журтубузга пайда алып келе турган ар бир кишиге сый урмат менен мамиле жасайбыз. Анан калса боордош Түркиядан келген кардештерибизди ар дайым кучак жайып тосуп алууга даярбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын адам органдарын трансплантациялоо маселеси жаатында тажрыйбасы жок болгондуктан жарандарыбыз аркасынан чет өлкөлөргө барып операция аркылуу дарт чалган органдарын алмаштырып келип жатышат. Мага берилген маалыматтар боюнча бизде боорунан жабыркап алмаштырууга муктаж болгон жарандардын көбү 50 жашка чейинкилер экен. Биз алардын органдарын алмаштырууга жетишсек, аларды кымбат дарылануучулардын катарынан чыгарып, коомдун активдүү бөлүгүнө айландырып алат элек. Бир жагынан боор ооруган бейтаптарды дарылоо түз жана кыйыр чыгымдарды кыскартууга жетишет элек. Экинчи жагынан коомдун эмгекке жарамдуу мүчөлөрүн калыбына келтирип алат элек. Трансплантациялоо маселеси жогорку технологиялык кийлигишүүнү талап кылгандыктан азырынча боор алмаштыруу маселеси курч бойдон турат. Бизге элибизден өткөн байлык жок. Конституциябызда дагы Кыргызстандын ар бир жараны жогорку квалификациялуу дарылануудан өтүүгө укуктуу деп белгиленип турат. Мына ошол талапты аткарууга биз болгон күч аракетибизди жумшоодобуз. Өлкөбүздөгү ар кандай каржылык кыйынчылыктарга карабастан трансплантация чөйрөсүндө дүйнөлүк илимдин өнүгүү темпин кармап аракет кылып жаткан жогорку квалификациялуу кадрларыбыз дагы бар. Бирок ошончо дагы азырынча Кыргызстанда боорду трансплантациялоонун улуттук үлгүсүн уюштуруу тажрыйбасы жок болуп турат. Бирок биздин саламаттык сактоо министрлиги жана эксперттик коомчулук аны түзүү боюнча олуттуу чараларды көрүүдө. Маселен, быйыл менин тапшырмам менен 50 жарандарыбызга бюджеттин эсебинен бөйрөк алмаштыруу боюнча операция жасалып башталды. Ар бир операцияга мамлекеттик бюджеттен 7000 АКШ долларынын тегерегинде каражат бөлүнүп жатат. Мына ошентип бөйрөк алмаштыруу боюнча иштер ордунан козголуп, жылыш боло баштады. Эми экинчи кадам катары жапа чеккен бейтаптарыбыздын боорлорун трансплантациялоо маселелери турат. Биз мындай аракеттерибизди токтотпойбуз. Кудай буйрса максатыбызга жетип, өлкөдө боорду трансплантациялоону уюштуруу ниетибиз бар. Бул максатка жетүү үчүн улуттук хирургия борборун ишке тартып, керектүү инфратүзүмдүк базасын жана кадрларын пайдаланалы деп жатабыз. Бул аркылуу биз өлкөдө органдарды трансплантациялоонун ишмердүүлүгүн жана көйгөйлөрүн изилдөөнү колго алабыз. Трансплантология боюнча координациялык борборлордун моделин уюштуруу жаатындагы чет өлкөлөрдүн тажрыйбаларын өздөштүрөбүз деген максатты койгонбуз. Ошентип Кыргыз Республикасында боорду алмаштыруу боюнча башкы координациялык борбордун моделин уюштурууга жетишебиз деген ниет, максат, тилегибиз бар. Муну менен биз Кыргыз Республикасында трансплантология кызматын өнүктүрүп, оорулуулардын өлүмүнүн санын азайтууга жетишебиз деген максат койгонбуз. Эми сөз кезегин сизге берсем, бул жааттагы ой пикирлериңиз жана өзүңүздүн мол тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп кетсеңиздер. Sayın Cumhurbaşkanım, bizleri kabul ettiğiniz için. Урматтуу президент мырза, бизди кабыл алганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз жана сизге терең сый урматыбызды билдиребиз. Мен İnönü университетинин ректору болом. İnönü университети Түркиянын байыркы, тарыхы мол, аябай белгилүү университеттеринин бири. Биздин университетте Тургут Өзал деген медициналык борбор бар. Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан 11-12 марта 2024 года стал знаковым в контексте развития сотрудничества между двумя странами. Его уже называют важным и переломным моментом сближения и развития сотрудничества двух братских стран.
По итогам был подписан ряд важных документов. Однако мы хотим сделать акцент на сфере, которой было уделено особое внимание в ходе переговоров на высшем уровне, а именно на транспортно-логистическом сотрудничестве. Оно сегодня играет стратегическую роль не только в развитии двусторонних отношений между нашими странами. Борьба за возможности в этой сфере обострилась во всем мире. Из-за проблем в Красном море, возникших вследствие ситуации в секторе Газа и повышенной активности йеменских хуситов, признанных террористической организацией, уже значительно страдает мировая торговля. А ранее на международных перевозках не менее негативно сказалась российско-украинская война. В этой связи глобальное значение приобретает средний коридор и его важная часть – Зангезурский коридор. И его открытие чрезвычайно важно не только для Азербайджана и Турции, как это любят утверждать наши армянские соседи. Сегодня в нем заинтересованы Россия, Китай и многие страны ЕАЭС. Для России в первую очередь это связано с более комфортной логистикой. Зангезурский коридор позволит России экспортировать товары в Турцию и страны Ближнего Востока и импортировать из Китая и той же Турции. Другими словами, эта транспортная артерия в прямом смысле слова даст России вздохнуть, потому что значительно ослабит, если не уничтожит вообще, санкционную удавку. Или возьмем Китай, которому транспортный узел, реализуемый путем восстановления коммуникаций и запуском Зангезурского коридора, обеспечит кратчайший сухопутный маршрут в Южную Европу. Так что и средний, и Зангезурский коридоры для Китая – это важная сегодня торговая артерия, в которую он однозначно будет вкладываться. Причем с нарастающей динамикой. Для стран Западной Европы и США уже сегодня вытеснение их товаров китайскими является шоком. А благодаря открытию Зангезурского коридора значительно цены на логистику упадут еще больше. И когда средний и Зангезурский коридоры заработают в полную силу, Запад может забыть про угрозы санкций и, как следствие, возможности политического давления и манипулирования. Просто потому, что все остальные страны не просто выживут без них, а будут процветать. В отличие, к слову, от тех, кто этими санкциями все еще продолжает грозить и сегодня активно возражает против открытия Зангезурского коридора. Однако вернемся к итогам государственного визита президента Казахстана в Азербайджан. На состоявшемся брифинге для прессы президент Азербайджана подчеркнул, что транскаспийский транспортный или средний коридор – это уже реальность, которая сама по себе будет во многом определять уровень регионального сотрудничества. Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал, добавил глава азербайджанского государства. Подтверждением значимости транспортно-логистического направления в отношениях Азербайджана и Казахстана стало участие лидеров стран в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из китайского Сианя в азербайджанский Апшерон. Это событие наглядно продемонстрировало возможности транскаспийского международного транспортного маршрута и его влияние на развитие международной торговли. Судите сами. Контейнерный блок-поезд с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане прибыл на бакинскую станцию Апшерон. Он преодолел по среднему коридору маршрут протяженностью 7000 километров всего за 11 дней. В дальнейшем по этому маршруту в Азербайджан планируется отправлять 10 контейнерных поездов в месяц. Для развития среднего коридора уже создана цифровая платформа DTC, предназначенная непосредственно для потребителей, а железные дороги Азербайджана и Казахстана посредством Track and Trace интегрированы в систему отслеживания в режиме реального времени транспортировки грузов вдоль маршрута. В 2024 году объем грузоперевозок по железной дороге между Азербайджаном и Казахстаном планируется увеличить, но уже в текущем году с января по февраль он составил около 540 тысяч тонн и вырос по сравнению с прошлым 2023 годом на 25%. Кроме того, если раньше доставка грузов из Китая в черноморские порты по среднему коридору занимала около 53 дней, то в настоящее время сроки доставки снижены до 18 дней. Как справедливо отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на брифинге, нынешняя геополитическая ситуация выдвинула транскаспийский транспортный маршрут на авансцену мирового транспортно-логистического спектра. И в Казахстане, и в Азербайджане реализованы крупномасштабные транспортные проекты, будь то железные дороги, аэропорты, автотрассы, морские порты. И все это сегодня востребовано, как никогда ранее. Еще раз это убеждает нас всех в том, что все надо делать вовремя и видеть чуть-чуть дальше той обозримой перспективы, которая видна невооруженным взглядом. И только тогда можно добиваться успеха, сказал Ильхам Алиев. В
Вторя президенту нашей страны, глава Казахстана подчеркнул, что сегодня в условиях глобальной геополитической турбулентности выстраивается новый транспортно-логистический каркас Евразии. И тесное и плодотворное сотрудничество Казахстана и Азербайджана в этом контексте играет ключевую роль. Raul Faragat. Raul Faragat. Soldan karşılamak için. Karolla. Ol. Janab Kazakistan Respublikasının prezidenti, sizin Azerbaycan Respublikasına gelmeniz şerefine fəxri qaral düzülür. Qaral rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Salam asker.
Благодарю вас, Ильхам Гейдароглу, за это вступительное слово с добрыми словами в адрес Казахстана. Хотел бы прежде всего выразить нашу сердечную признательность за проявленное гостеприимство и, пользуясь возможностью, вновь поздравить вас с более чем убедительной победой на президентских выборах. Эта победа является свидетельством высокого доверия и всенародной поддержки вашего стратегического курса. Вы являетесь общепризнанным лидером азербайджанского народа, и именно в этом качестве вас воспринимают на международной арене. Кроме того, мы, как вы правильно отметили, искренне радуемся исторической победе Азербайджана, восстановлением собственного суверенитета, что касается собственной территории. Она действительно, эта победа является исторической по своей сути и, безусловно, войдет в скрижали летописи Азербайджана, да и всемирной истории. Что касается казахско-азербайджанских отношений, то мы впервые проводим заседание Высшего межгосударственного совета. Это тоже, в общем-то, историческое событие. Только что мы провели детальное обсуждение буквально всех вопросов, связанных с нашим торгово-экономическим, инвестиционным сотрудничеством, взаимодействием на международной арене и пришли к общим выводам. Это говорит о том, что Казахстан и Азербайджан в действительности являются стратегическими партнерами, государствами, союзниками. И в этом кроется очень важное понимание того, что происходит в нашем сотрудничестве. Перспективы очень хорошие, при том понимании, что правительство, естественно, будет заниматься реализацией договоренностей, которые будут достигнуты сегодня в форме подписанных документов, соглашений. Уровень сотрудничества и взаимодействия контактов довольно высокий. Вот мы сегодня говорили о том, что предполагается или планируется ваше участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в заседании консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. С моей стороны, я с большим ожиданием и благодарностью принимаю приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров организаций тюркских государств. Ну и, конечно же, саммит КОП-29 – это тоже большое историческое достижение в целом азербайджанского государства и его дипломатии. Саммит имеет первостепенное значение с точки зрения урегулирования существующих климатических проблем, да и глобального сотрудничества именно в этой сфере. И Баку, безусловно, справится с этой задачей. Мы принимали участие в саммите КОП-28 в Дубае, видели, что это действительно очень важный форум. Мы радуемся тому, что именно Баку был выбран в качестве места проведения такого важного глобального форума. Мы говорили о том, что и Казахстан, и Азербайджан, по сути, являются соседними государствами через Каспийское море, и это, естественно, добавляет особенную специфику в наши взаимоотношения. Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном с 2020 года увеличился в 5 раз. Конечно, абсолютные цифры, может быть, не столь впечатляющие, здесь предстоит поработать, но сама динамика не может не вызывать положительные оценки. Наши страны располагают значительным экономическим потенциалом, и я думаю, что следующие успехи не за горами. Действительно, спектр сотрудничества очень широкий. Мы сегодня об этом говорили, начиная с транспорта и логистики, и заканчивая вопросами цифровизации, уж не говоря о нефти и газе и прочее. Я удовлетворен тем, что мы успешно работаем на международной арене. Наша делегация, будь это Организация Объединенных Наций или другие международные организации, успешно взаимодействуют. Я думаю, что эта линия будет продолжена. Хотел бы отметить с положительной точки зрения
побратимские отношения между священными городами Туркестан и Шуша, а также Уральском, Мегачевиром, Шымкентом и Гянджой. Вообще, в целом, я уделяю большое внимание и культурным связям между нашими странами. Это крайне важно с точки зрения сближения народов. Знаковым для наших стран стало увековечение памяти и открытие улиц Ахмета Байтурсунова в городе Сумгаит. Мы благодарны. И Гейдара Алиева в Астане. В прошлом году в Азербайджане с большим успехом проведены Дни культуры. И, как вы отметили, мы завтра откроем в городе Физули Центр детского творчества имени Курмангазы. Это тоже будет символ нашего взаимодействия и сотрудничества. Больше, как говорится, добавить нечего, потому что мы уже действительно проговорили буквально все вопросы, которые существуют в повестке дня нашего сотрудничества. Предлагаю приступить к заседанию Меджлиса. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые гости, дамы и господа, для нас большая честь принимать нашего дорогого гостя, президента Казахстана, с государственным визитом. Добро пожаловать, Касым-Жомарт Кемелевич. Сегодня мы провели обстоятельные дискуссии по поводу того, что было уже сделано в деле укрепления нашего взаимодействия, а также обсудили подробно наши будущие планы. Мы придаем исключительно большое значение государственному визиту президента Казахстана, нашей братской страны, нашего стратегического партнера и союзника. Динамика наших отношений очень легко прослеживается в хронологии наших взаимных визитов. За последние 1,5 года я 4 посещал Казахстан, а также за это же время 3-й раз президент Казахстана посещает нашу страну. Марта президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курмангазы, построенного в городе Физули. На мероприятии главы государств встретились с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями города Физули, а также детьми, которые будут обучаться в Центре детского творчества имени Курмангазы. Я очень рад вас видеть здесь, на священной азербайджанской земле. Вы знаете, что я вчера, ну и сегодня также совершаю государственный визит в вашу страну. Очень рад тому, что этот визит закончился полным успехом, подписанием крайне важных документов, которые дадут самый серьезный импульс дальнейшему развитию многогранного сотрудничества между нашими государствами. Мы братские народы, мы союзники, стратегические партнеры. Это не только слова, но это большой объем работы, который предстоит сделать правительством наших стран, поскольку договоренности очень серьезные, очень существенные. И они, безусловно, дадут
импульс развитию наших экономик, что крайне важно. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на будущее сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем большое внимание развитию, укреплению связей в культурно-гуманитарной сфере. Здесь с большим успехом прошли Дни культуры Казахстана. Я вчера высказывал свою благодарность за теплый прием. Ждем мастеров азербайджанской культуры в Казахстане. Я очень благодарен за решение уважаемого президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева назвать улицу в городе Сумгаит именем прославленного просветителя Казахстана Ахмета Байтурсунова. В то же время мы в прошлом году вместе с уважаемым президентом открыли улицу, названную в честь великого государственного деятеля Гейдара Алиева в нашей столице. И вот подобного рода контакты, безусловно, будут иметь продолжение. Еще раз поздравляю вас со священным праздником Рамадан. Желаю вам всего самого хорошего. Вот это наш дар от имени народа Казахстана по поручению правительства и моему личному поручению. Этот дар преподносит частная компания BI Group. И это от всей души, от всего народа. Я думаю, что данный объект, безусловно, послужит на благо укрепления всяческих связей, всесторонних связей между нашими странами. Я желаю вам успехов, я желаю вам процветания. Нет никаких сомнений в том, что этот священный регион Азербайджана получит мощное развитие. Только что я выслушал презентацию плана на будущее, и, конечно же, он не может не поражать своим масштабом и интенсивностью. Рахмат. Спасибо большое, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. От лица физулинцев, нашей общественности и всего азербайджанского народа еще раз хочу выразить вам благодарность за такой братский дар, ваша личная инициатива создать на освобожденных землях Центр детского творчества. И когда вы посещали Азербайджан в прошлый раз, 1,5 года назад, была сделана презентация этого центра, и буквально в течение года центр был построен и сегодня официально открывается. Центр носит имя великого сына казахского народа Курмангазы. И как вчера мы с вами говорили, это будет не только центр детского творчества, это будет центр дружбы и братства Казахстана, Азербайджана. Каждый такой проект, он трогает душу азербайджанского народа, потому что на протяжении 30 лет вот, родители и дедушки, и бабушки вот этих вот маленьких детей жили с одной мечтой вернуться на свои земли. И когда они вернулись, и они увидели разрушенную Карабах, полностью сровненный с землей, они испытали, конечно, очень горькие чувства. Это были чувства горечи и одновременно чувство радости, что они вернулись. Сейчас при помощи братского Казахстана в Физули открывается прекрасный центр детского творчества. Мы искренне благодарны вам лично за эту инициативу. Это будет жить в памяти всех азербайджанцев, тех, кто здесь живет, и тех, кто здесь не живет, тех, кто будет приезжать сюда и видеть это прекрасное здание. Самое главное, вот эти дети, которые приехали сюда, многие из Баку, из Сумгаита, из других больших городов, они приехали сюда, потому что это зов ихней души, это зов ихних предков привел сюда. И когда мы смотрим, вот здесь вот люди, которые живут в Физули, вот большинство из них, они родились уже после того, как Физули был оккупирован, либо были совсем маленькими, а они практически не видели своего родного города, своего района, но они вернулись сюда, потому что они принадлежат этой земле, принадлежат священной земле Карабаха, за которой мы боролись, дрались, проливали кровь и теряли наших детей.
И сегодня, когда Карабах возрождается, большая честь приветствовать нашего дорогого брата, президента братского Казахстана, крупнейшей страны тюркского мира, страны, которая демонстрирует очень впечатляющий рост, который является крупным актором на международной арене и является союзником Азербайджана. Вы, наверное, следили за вчерашними нашими встречами, также и вечером вы были с нами вместе. И, наверное, тоже прониклись вот этой атмосферой. Помимо всего делового компонента нашего общения, именно вот эта духовная связь, она нас и делает сильнее. Так что я вас тоже поздравляю и хочу от вашего имени еще раз поблагодарить Касым-Жомарт Кемелевич. Я хотел бы отдельно пожелать вот юным гражданам Азербайджана, жителям священного Физули счастья, успехов. Әрқашанда аман болыңыздар. Я представлю наших представителей, это руководитель Союза писателей. Я знаю вас, да. Вы знаете. Спасибо. Ректор, Я в Петербурге. Ректор консерватории. Очень приятно. Вот народный писатель. Наверное, вы его книги тоже знаете. Писал про его папу. Да? Благодарю вас. Благодарю вас. Майор там был. Это руководитель консерватории национальной. Ректор. Союз архитекторов председатель. У меня казахское имя. Меня зовут Эльбай. Да, Эльбай. да, Мой отец назвал меня в честь своего друга, погибшего на фронте. Это наш очень известный кинорежиссер Октай Миркасимов. Октай Миркасимов. Народный художник, ректор Академии художеств, архитектор. Натик, многие памятники, тоже известный. Спасибо. Художник. Ну и наши молодые физулинцы. Уважаемые господа президенты, мы вас приветствуем на Карабахской земле, которая является древним историческим центром азербайджанской культуры. Мы благодарны вам, господин президент Ильхам Алиев, вы вернули наши земли. Мы благодарны вам и нашей славной армии. Сегодня для нас и для наших детей знаменательный день. Сегодня открытие Физулинского центра детского творчества, который носит имя великого представителя национальной культуры Казахстана, патриарха казахской народной музыки Курмангазы Сагылбайұлы. Мы благодарим президента Казахстана, господина Касым-Жомарта Токаева и в его лице весь народ Казахстана за такой прекрасный центр. Огромное спасибо лидерам двух государств от имени всех физулинцев за заботу о развитии детской творческой деятельности. В этом центре дети будут изучать не только азербайджанскую, также и казахскую культуру. Центр детского творчества имени Курмангазы станет символом дружбы между Казахстаном и Азербайджаном. Спасибо. Действительно, Курмангазы – это титан казахской музыки, можно даже сказать, и неотъемлемая часть тюркской культуры. И казахская музыка, ее трудно представить без имени Курмангазы. Поэтому я надеюсь, что его музыка, она очень динамичная, современная, до настоящего времени. Знаменитый Күй Сарарка до сих пор слушается с таким большим волнением. Поэтому ребята будут изучать его творчество здесь, конечно.